Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Родился в деревне 1 сентября 1923 года. Эта деревня была от города 20 километров на берегу Ашкадара. Петр Андреевич, расскажите, на каких фронтах вы воевали? Первый на Западном фронте. Июль, август, сентябрь. Это наша воинская часть гнала фашистов по той дороге, по которой француз Наполеон шел к нам в 1812 году. Вот эта дорога шла на Смоленск. Первое ранение 15 сентября 1943 года. Мой взвод был первый. Заняли мы позицию окопа траншеи ночью. Оказались в трудном положении. 43-й год, сентябрь. Это еще идет война за освобождение территории Сталинградской области в это время. Разведку, где находится противник, просто времени не было. Та часть, которая была, она ушла немножко раньше. Мы не успели их переспросить, а где и как, где у противника огневые точки. А сами пошли утром рано. Знаем только вот эта вот полоса. Там лес, а впереди кустики. Мы не дошли до этих кустиков, может быть, метров 70. Нас противник, можно сказать, расстрелял. Из 100 человек осталось 11. Второе, оно уже недалеко от Польши, в Белоруссии. 74. А в голове вот это вот сидит, в глазах в моих это все рисуется. Я стреляю вместе с другими, как все. И прострел. Прострел опять левой руки. Первый вот так вот. Вторая чуть выше. Но почувствовал что-то горячее в ноге. Все, и нога ранена. Это я. Ноги немножко швыряю. Нога работает. Все, нога работает, я в строю. А когда меня там сняли с меня одежду, оказалось, в фуфайке след по спине. Пуля прошла над головой, через фуфайку, через брюки, через валенки в ту ногу. Это второе ранение. Петр Андреевич, расскажите о своей первой награде. У кого-то много-много, у меня относительно поменьше. 2 ордена Отечественной войны, один из них за Белоруссию. После второго ранения Чувашский госпиталь меня долечивал, а из Чувашии меня в резерв офицерского состава, как офицера, негодного к строевой службе, но годный к работе в штабах, в воинской частях, в
тылу. И меня направили в тылу работать с немцами, с военнопленными. 9 мая 45-го года с младшим лейтенантом Павловым мы занимали комнату в большом доме в Белоречке. И когда объявили, услышали, вскочили все сотрудники лагеря. Этот праздник провели за большим столом там, в Белоречке. Радость, конечно, была великая. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.